В редакцию главной городской газеты обратилась учительница истории, проживающая на улице Тарана, со словами: «У нас на Таране сегодня будет славная история». А если серьезно, то любит женщина высаживать деревца и кустарники в зеленой зоне за домом. Молодец, в общем. Сама свой садик высадила, сама покрышками старыми огородила и даже их покрасила. Посадила я с детьми, дети очень активно работали. Все мы засадили. Но ЖУ понравилось. Вот эту крупную габаритную махину стали ставить вон туда. Видите, деревья сломаны. Прямо туда она шла. С той стороны жгли мусор. Сожгли полностью все. Тут даже травы не было. Вот видите, даже травы не видно. Лысая, все полностью. Я приехала с отпуска, ахнула. Ну как же так можно обращаться? Это же дети. Я знаю каждое дерево, кто посадил. Ну, видите, он сломан, аж вон куда добрались. Кто-то в Чечне погиб, кто-то в Афганистане погиб. Это сажали дети. Я, как учитель истории, я не дам погибнуть этому садику. Он погибнет запросто, если не обращать внимания. Ну, вот приходила новая форма управления, приходила, там написано, фамилия у меня, я ее забыла, да? Ага. Пришел инженер Рафик. Ну, мы посоветовались, забор металлический здесь ставить не надо, а положить шины и сюда трубы. На день учителя я все это организовала сама. Посадила он кустики там, маленькие деревца. Оказалось, Рафик подошел, я уже заканчивала красить. Он говорит: ой, как хорошо, надо вызывать корреспондентов, так хорошо все получилось. Рафик, а почему оно все покривилось? А ведь Анита обещала, ЖУ обещала мне, что вон, как видите, как там труба поставлена и шины положены, вон как ровно. А здесь оказалось, когда Рафик ушел, я же посмотрела, ну что оно все покривилось. Я тронула руку, а труба вылезла. Мораль сей басни такова: пока есть такие неравнодушные люди, надежда на лучшее живет.